Как проходило шуточное сватовство Захолол? Интересно понаблюдать за древними обычаями проведения ингушской свадьбы. Оказавшись на территории Дома культуры селения Нестеровское, можно перенестись на несколько веков назад, понаблюдать за горцами-ингушами в быту, в ремесле, увидеть, чем гостя накормят и как справляют свадьбу. И все благодаря профессору, доктору экономических наук, исследователю университета Сорбонны, руководителю научно-исследовательского центра Франции Иссе Бокову, который организовал республиканский праздник в рамках культурно-просветительского проекта «Возрождение». Ингушский народ имеет богатую историю. У нас культурное наследие – это не только наша башня архитектура, но и социально-бытовая жизнь. И сегодня мы возрождаем обычаи и традиции, которые были в наших обществах в Горной Ингушетии. И один из таких – это Хашел Хатьецер и Бигшта Зохол, который у нас раньше практиковался. И сегодня мы проводим это мероприятие, и это будет как театрализованное представление, и где будут соблюдены все принципы, которые у нас были по Адату. И поэтому у нас сегодня приглашены люди со всех концов республики, потому что этот проект будет иметь продолжение в других районах. На протяжении всей многовековой истории ингушского народа никогда не было такого, чтобы многие традиции, адаты и обычаи старших поколений так быстро исчезали или теряли свою актуальность среди ингушских семей. С развитием технологий, глобализации, негативного влияния социальных сетей и быстрым темпом жизни многие привычные устои социально-бытовой жизни ингушей стали сдавать свои позиции и актуальность. Проект «Возрождение» призван сдержать и обратить вспять этот процесс. وسينيسوانه يهم اشت وي خزاي وقام طبعا تصوچ حقوچالي خوچو اقوار جديد لا اكتو بالك تالين خلد وي مليو دجدان دا بركتي تهي خيل وي بالمولدو چانه وي غور مخ مولبا چانه. В отдельных ингушских семьях, проживающих в республике, в субъектах Российской Федерации и за рубежом, подрастающее поколение стало реже говорить на ингушском языке, изучать национальный фольклор, соблюдать наши общие свадебные традиции. Можно наблюдать, как постепенно уходят из жизни наши традиционные застолья и его главный элемент – шуточный зуахулал. Теряется все то, что наши героические предки создавали веками и передавали нам из уст в уста, от поколения к поколению. То, что мы строго соблюдали в быту, в общении и на праздниках на основе SDLA. تخان حوار حلق مخنيات جور حلق جور حاج أداء يوش جور حباقش خمسة راح جلي وداد دقة جلي وداد شوفي نتحاشى أستا بوش خنب أستا مش بوش خنب تحاشى برجل بوش خنب زيد وقت إزدي ميناق آخره إيه من إزدوح الحن حوش خنب إسحاشى تسليها أستا بين خودوش إدي ميناق سبولي значит, она и на пасе ходыхцен из двух дарила уже что. А это уже подтверждает, что действительно цахаша и услабинки. Здесь, отмечаю, с каждым годом теряется связь старшего поколения с молодыми представителями в республике. Также молодежь сама разучилась общаться не только со старшими, но и между собой. Тысячелетнее живое общение перевелось в виртуальный режим. В интернете молодые люди ведут себя неподобающе и общаются между собой, создавая конфликтную атмосферу и напряженность, не реагируют на замечания старших. Поведение в обществе, одеяние горца и горянки зачастую оставляет желать лучшего. Собственно, поэтому сегодня остро встает вопрос о сохранении национальной идентичности, отличительных от всех социально-нравственных и религиозных норм. Сегодня мы запускаем проект «Возрождение» совместно с нашими коллегами. Это Боков Иса. Мы решили организовать это мероприятие и показать исторические вещи, которые выдержали Хамаже, Нускул Хаттакер, Вахл Дуцер, Истол, Вахар, Алдизл, Камялы, мероприятие Хтана Хаджи. Наши предки оставили нам кладезь народной мудрости, источник эстетического, нравственного и эмоционального воспитания. Очевидно, что назрела острая необходимость придать работе с молодежью в Ингушетии более инновационный и модернизированный формат, чтобы и дальше сохранить традиционные устои ингушского общества в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.